Добрый день! Сегодня мы поговорим на непростую тему о том, как учатся особенные дети. И для этого мы пришли в гости к эксперту. Мы в гостях у Милены Погадаевой, директора Таллинского учебно-консультационного центра и Лосномяйской основной школы. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о том, что такое особенные дети и как вдруг мы понимаем, что дети особенные и им нужен какой-то такой другой подход. Начнем с того, что особенные дети – это обычные дети, потому что каждый ребенок особенный, он особенный по-своему. И есть дети, чьи особенности нуждаются в том, чтобы оказывать им больше внимания. Потому что если эти особенности иногда мешают усваивать учебную программу в том объеме, в котором нужно усваивать ее, значит, мы должны оказывать такой уровень поддержки, такой уровень помощи, чтобы позволить этим ребятам как можно лучше осваивать знания. Они учатся так же, как и все остальные ребята. Они учатся на основании учебной программы, которая существует в нашем государстве. У нас разные уровни программ учебных для ребят. Поэтому, руководствуясь своим уровнем программы, они учатся в школах. Мы создаем для них специальные условия, чтобы, согласно их индивидуальным особенностям, им было проще учиться. Это и классы с меньшей наполняемостью, и при необходимости именно индивидуальные учебные программы, и при необходимости поддержка со стороны опорных специалистов, это логопед, психолог, спецпедагог. При необходимости обучения 1 на 1 такие ребята тоже есть. То есть мы стараемся сделать все, и другие образовательные учреждения стараются сделать все, чтобы ребята, которые нуждаются в помощи и в поддержке, согласно их особенностям, получали эту поддержку. А что же происходит дома? Какую поддержку оказывают родители или могут оказать? Вообще начнем с того, что ребенок и родитель – это тот тандем, который основной. То есть, если мы говорим о ребенке, который поступает в детский сад, скажем, с ясельного возраста до выхода в школу. Если мы говорим о ребенке, который поступает в школу, это с 1 класса до окончания основной школы, порой до окончания гимназии. Все остальное время до, после – это родитель. Поэтому родитель несет ответственность за своего ребенка, за благополучие своего ребенка, за то, чтобы ребенку было хорошо и комфортно, прежде всего дома. И если ему хорошо и комфортно дома, то и в учебном заведении ему будет тоже хорошо и комфортно. И, на мой взгляд, для того, чтобы родитель мог лучше помогать ребенку дома, родитель должен прислушиваться к каким-то советам, которые даются в общеобразовательном учреждении по поводу ребенка, должен больше разговаривать с учителями, с опорными специалистами, чтобы получать какие-то рекомендации для того, чтобы оказывать помощь. Потому что без поддержки, без помощи дома ребятам, особенно ребятам, имеющим те или иные проблемы, не справиться. И особенно в этот сложный сейчас для нас период перехода на эстонский язык обучения. Вы сказали 2 таких ключевых слова или выражения: проблемы и особенности перехода на эстонский язык обучения. Кто и в какой момент выявляет, какие проблемы, и есть ли проблемы у ребенка в связи со всеми нововведениями? Вы знаете, если проблемы есть, мы еще даже не доходим до нововведений. Первый человек, который должен заметить и обычно замечает, это родитель. Если вдумчивый, заботливый, внимательный родитель замечает, что что-то не так, он прежде всего обращается с ребенком к специалисту. Вы упомянули 2 таких ключевых понятия, как проблемы и трудности и освоение эстонского языка. Они у нас в последнее время в связке идут. Кто и как определяет причины, почему у ребенка возникают трудности, и кто помогает с ними справляться? Вопрос на самом деле интересный, потому что если мы возьмем трудности, именно связанные с освоением, в нашем случае, эстонского языка, то здесь, конечно, очень важно понимать, что лежит в основе этих трудностей. Либо трудности, именно касаемые языка, либо трудности, касаемые вообще развития когнитивных процессов, таких как память, внимание, мышление, и в том числе речь.
Потому что если перед нами ребенок с особыми образовательными потребностями, то это ребенок, у которого обязательно есть какие-то проблемы. Либо это речевого характера, здесь нам на помощь приходит логопед, который выявляет, что это за проблемы, либо когнитивного характера, здесь нам на помощь приходит спецпедагог, дефектолог, который тоже выявляет весь спектр этих проблем. И если это чисто языковые проблемы, то здесь логопед плюс педагог, работающий по рекомендации логопеда. И таким образом они взаимодополняют друг друга и работают в связке в тесной. Если это проблемы когнитивного характера, я имею в виду память, внимание, мышление, то это тогда то, что лежит, ну, скажем, на первом уровне, то есть то, что примарно, а уже усвоение языка и какие-то языковые трудности, они уже за этим тянутся. Тогда здесь на помощь приходит, естественно, спецпедагог, дефектолог, может быть, иногда и клинический психолог, который тоже делает свое исследование и выясняет проблемы. И тогда уже здесь идут рекомендации другого характера. И вот поэтому я говорю, что родителям обязательно нужно прислушиваться к тому, что говорят специалисты, которые работают с ребенком, что говорят педагоги, которые работают с ребенком, поскольку они те люди, которые в учебном процессе замечают, есть ли какие-то отклонения от процесса учебного, нету ли таких отклонений, а опорные специалисты, такие как логопед и спецпедагог, именно они и говорят родителям, что здесь язык, а вот здесь, скажем, какие-то когнитивные нарушения. Поэтому родитель, безусловно, может и должен помогать ребенку, но, повторюсь, в тесной связке с педагогом и с опорными специалистами, потому что кто, как не они, дадут четкие и понятные для родителей рекомендации, кто, как не они, в связке с родителем потом проверят, посмотрят, продиагностируют, пронаблюдают, как идет этот процесс, и дадут какие-то дальнейшие рекомендации, дадут какие-то дальнейшие руководства к действию. Я никогда не соглашусь с тем, что некоторые родители считают, что вот мы вам ребенка сдали, и вы, как специалисты, делаете все, чтобы было все хорошо. А мы не специалисты, и мы не будем участвовать в этом процессе. Ну, иногда объясняю это тем, что я не специалист, и я боюсь навредить. Но это очень слабое такое оправдание со стороны родителя, потому что кто, как не родитель, несет ответственность за своего ребенка, кто, как не родитель, хочет помочь своему ребенку. Поэтому, если мы говорим о решении каких-то проблем, то это очень четкое, тесное, взаимоуважающее взаимодействие родителей и специалистов, работающих в учебном заведении. Мне кажется, тут нечего добавить по вопросу, чем важно сотрудничество и партнерство, и открытые доверительные отношения родителей и школы. Я полагаю, не всегда родителям просто принять тот факт, что ребенок особенный. И я понимаю, что для каждого ребенка свои индивидуальные рекомендации, но, может быть, есть какие-то универсальные советы или принципы, которыми вы могли бы поделиться, чем родители могут руководствоваться и как поддержать детей? Лучшая поддержка для ребенка – это та поддержка, когда он понимает, что родитель вовлечен в этот процесс. Если ребенку трудно, не надо его за это ругать, надо его поддержать. Давай вместе, давай с тобой откроем страницу учебника, давай вместе почитаем, давай вместе попишем. Давай вместе. То есть, когда ребенок, у которого и так есть определенные трудности, когда ребенок, которому и так сложно, видит поддержку со стороны родителя, пусть порой родитель не владеет эстонским языком на том уровне, на котором нужно, но он вовлечен в этот процесс, он лучше мотивирует тогда ребенка, когда он здесь, сейчас и вместе. Тогда этот процесс, ну, скажем, может быть, он не пойдет без проб и ошибок, но он пойдет с психологической точки зрения спокойнее для ребенка. Ребенку будет комфортно дома, он будет чувствовать дома поддержку. Если родителю что-то непонятно или если родителю что-то сложно, не надо
каким-то образом говорить: а тебя плохо научили, а учитель такой-сякой нехороший, не объяснил. А давай мы спросим у учителя, а давай мы напишем через ЭКОЛь письмо учителю и спросим, а как это делать и так далее. И если мы говорим о ребенке, у которого есть особые образовательные потребности, и если мы говорим о ребенке, у которого есть те или иные проблемы, опять же, с языком, с речью, с родной речью, конечно, это прежде всего логопедическая услуга. Это прежде всего логопедическая услуга на родном языке, потому что не секрет, когда родная речь в порядке, тогда проще на эту родную речь накладывать речь неродную. Когда родной лексический запас хорош, когда грамматика родного языка в порядке, когда произношение родного языка в порядке, тогда проще усваивать неродной язык. Тогда, когда, ну, скажем, функциональное чтение, если оно уже есть на родном языке, если его нет, не страшно, можно слушать, что читает родитель, можно слушать, что говорит родитель, можно отвечать на вопросы устно, тогда проще на это накладывать уже и неродной язык, неродную речь. То есть в качестве советов уважаемым родителям особых детей я бы порекомендовала быть вместе с ребенком, быть сопричастным к тому процессу, который идет сейчас. Это сложный процесс. Не ожидать, что это произойдет моментально. Это будет медленно, это будет шаг за шагом. Но если к этому двигаться целенаправленно, то и родитель, и ребенок, и мы, как учителя, как специалисты поддержки, придем к положительным результатам. Я так понимаю, что главное тут терпение, целенаправленность и ничего сверхъестественного для родителя, такого требующего специального образования в том, чтобы читать стихи, читать книжки, петь песенки, показывать свое неравнодушие. Да, быть вовлеченным в этот процесс, любить и поддерживать своего ребенка и доверять специалистам и учителям, которые работают с детьми. Спасибо большое. Пожалуйста.